Сквер в новом районе. Это место, где каждый желающий сможет с комфортом провести время, поиграть с детьми, совершить прогулку и просто отдохнуть. Жители с нетерпением ждут открытия. Все очень-очень красиво. Елочки, то, что посадили, качели, лавочки. И вообще в целом весь парк очень-очень красиво сделали. И интересная задумка и воплощение в реальность. Все очень красиво, все очень нравится. Спасибо всем. Благоустройство парка идет на хорошем уровне, и мы все радуемся то, что мы имеем возможность, в ближайшее будущее, вот уже мало времени осталось, как вот закончить вот это мероприятие, то есть благоустройство парка, мы здесь с удовольствием будем гулять, ходить. Такие работы еще раз подтверждают крепкие и дружественные отношения между Россией и Абхазией. Депутат Народного собрания Астамур Герхеля поблагодарил специалистов из России за участие в проекте. Также отметил его значение для жителей нового района. Искренне хотел бы поблагодарить Нижний Новгород за такой большой вклад, который на новом районе, на самом деле такой большой сквер. Вот мы видим, наблюдаем, как это все реорганизовывается. Огромное спасибо хотел бы этим людям сказать, Российской Федерации. За такое короткое время они такой сквер, такой парк на новом районе реорганизовывают, делают. Дай Бог им здоровья. А со стороны, как житель нового района, как действующий депутат парламента, я бы хотел бы сказать, мы всегда приветствовали такие отношения. Александр Ростов, собственник компании-застройщика, рассказал, что контракт действует до конца ноября. Такие сроки строители поставили сами, но надеются сдать объект раньше. Сквер спроектирован по всем нашим новым российским ГОСТам. В российском законодательстве очень много ограничений, что нельзя делать, как нельзя делать, в каком месте можно и так далее. Поэтому я считаю, что это будет первый опыт, который мы применили здесь. Это самый густонаселенный район. И лично мое мнение, как тоже такого же горожанина, только в России, Нижнего Новгорода, делать надо там, где больше всего людей, где больше всего востребовано. Поэтому считаю, что это очень важно показать на месте истинным людям, как выглядит красота, как должно быть. Сквер предусматривает игровые площадки для детей, кафе, зоны отдыха, а также все желающие смогут насладиться поющим фонтаном с амфитеатром. Уже проведено озеленение, установлены лавочки, мусорные баки, тактильная плитка, удобная для детских колясок и маломобильных людей. Также Александр Ростов рассказал, что на территории сквера прошли 2 мастер-класса. Эти мероприятия проводятся для студентов, архитекторов и жителей города. Их посетили члены Совета старейшин нового района. На них они узнали про современные способы создания спортивных и детских площадок и о зеленых насаждениях. Галька. К сожалению, мы здесь не нашли, и она приехала из Крыма к вам. Понятно, мы так поняли. Да. Это не место. Да. Кто-то, кто здесь подольше, уже видел, как дети падают, да? И падают очень высоко. Но пока травм нет, локти всех целые, коленки тоже. Поэтому, да, придется терпеть неудобства, придется. Но для такой высоты это единственное решение, которое сегодня применимо. Благоустройство производится в рамках соглашения о развитии побратимских отношений между Нижним Новгородом и Сухумом. Аэлита Арутюнян, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.